Привет, привет, мои дорогие! Снова мы с вами вместе, и сегодня у нас третий урок о том, как играть на хамусе, ну или на варгане. Как известно, у него очень много имен, потому что варган есть во всем мире, у многих-многих национальностей. Мы с вами уже освоили, как его правильно держать. На первом уроке мы с вами освоили простую вибрацию, которую мы делаем с помощью губ. Ау-ау-ау-ау-ау. Сегодня мы с вами освоим еще одно видоизменение уже с помощью языка. И это будет звук лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. В якутском языке есть такая буква «э». Сейчас я хочу, чтобы все повторили и попробовали сказать «э». Не «ё», а «э». Конечно, это не принципиально, но все равно звук будет более глубоко окрашен, если вы будете говорить «э». Пробуем. «Э», «э», «э». Эта буква пишется так. Вот. Выглядит она так. Как бы «о» с черточкой внутри. Мы будем с вами произносить «лё-лё-лё-лё-лё-лё». Обычно в звукоисполнительской культуре на варгане этот прием называется гуси, потому что при быстром произношении этот звук будет похож на клокот гусей. Итак, сейчас мы пробуем без варгана. Можно говорить и лё-лё-лё. Знаете, в принципе, это не принципиально, но просто для меня привычнее говорить на якутском языке лё-лё-лё-лё-лё, потому что этот язык для меня такой же родной, как и русский. Итак, мы должны с вами разработать наш аппарат, как мы уже говорили, и со временем произносить лё-лё-лё очень быстро. Например, сейчас немногие, наверное, могут это делать быстро, потому что в повседневной речи мы не используем это звукосочетание практически. Но давайте попробуем. Видите, язык, он касается неба, и получается очень быстро. Нужно разрабатывать язык, разрабатывать наш аппарат для того, чтобы потом получился очень красивый звук, похожий на клёкот гусей. Итак, сейчас пробуем это сделать с варганом, без голоса. Значит, лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Не спешим. Теперь выключаем звук, выключаем голос. Дышим носом во время этого всего действия. Так, прикладываем хамус к зубам. Медленно, никуда мы с вами не торопимся. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Губы прикрыты, потому что если вы откроете губы, звук будет нечеткий. И да, и вообще, в принципе, все губки должны быть всегда собраны вокруг хомуса, если вы хотите достичь четкого звучания. Это будет звучать не очень. Также можно говорить ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля или ла-ла-ла, без разницы. Ля-ля-ля или ла-ла-ла. Пробуем. Лё-лё-лё, ла-ла-ла. Лё-лё-лё, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. С помощью этого простейшего звукоизменения мы можем сыграть опять-таки целую красивую, интересную мелодию. Ну, например, я что-нибудь сейчас симпровизирую. Ла-ла-ло, ла-ла-ло.
ла-ла-ло, ла-ла-ло, ло-ло, ла-ла-ла-ло. Тут уже дело вашей фантазии, дело вашего чувства ритма, как вашей душе угодно. Я вам даю инструменты, я вам даю краски, с помощью которых вы будете рисовать свои звуковые картинки. А наша главная кисть — это варган, хомус. Итак, желаю успехов. Сегодня мы с вами освоили ля-ля-ля, ло-ло-ло, ля-ля-ля-ло-ло-ло. Не забывайте подписываться на мой канал и советовать друзьям, всем, кто любит и ценит варганную музыку. Пока-пока, до новых встреч. Ло-ло-ло!